единственная мысль была в голове. Ведь в квартире остались люди, и они не знают, что произошло. Я-то видел этот взрыв. Что, побежал бегом, стучать в двери во все. Кто открыл, выходите, забирайте документы, выходите, ору там, короче. Так, суматоха, это агония какая-то была. 9 ноября 2017 года в Ижевске в результате взрыва бытового газа погибли 7 человек. Среди них 2 детей. Жертвой трагедии стал и сотрудник МВД Ильдар Гарифуллин. Его единственный сын, 13-летний Артем, тоже мог пострадать, если бы сосед Олег Вдовин не вытащил подростка из ванны, проломив дверь. Дверь была открыта, захожу, вот, не поверите, туалет, ванна, пол, а с левой стороны дырище, дыра, куски арматуры и дыра. И стучится кто-то, в дверь кто-то стучится. Дверь квартиры на 8 этаже, где в момент взрыва находился 13-летний мальчик, заклинила. Она не открывалась ни снаружи, ни изнутри. Упершись ногой в стену, пилот в отставке дернул дверь, вырвав вместе с косяком. Пацан стоит, полотенце в трусах, полотенце в сланцах, сырой. Пойдем скорее отсюда. Взял его, вывел, куртку накинул свою. Олег Вдовин жил с женой и 11-летним сыном на 4-м этаже рухнувшего подъезда. Около 4 дня семья вернулась с похорон бабушки. Мужчина отправился за продуктами в магазин через дорогу, оставив родных дома. В этот момент прогремел взрыв. Только подошел к входной группе, раздался страшный взрыв. Ужас какой-то. Это сотряслось, не знаю. Но это мне показалось, что это взрывное устройство. Так газ не взрывается, не должен взрываться. Забыв про продукты, Олег Вдовин рванул через дорогу домой. Забежал в подъезд и увидел спускающихся жену и сына. Проводил их и побежал обратно в подъезд, спасать соседей. Стена отошла, оконная стена отошла от лестничной клетки даже. Там такая щель огромная. Бежал, стучал, кричал. Олег Вдовин – экс-пилот гражданской авиации. За 20 лет службы он не раз сталкивался с чрезвычайными ситуациями. Приходилось даже сажать самолеты в аварийных условиях. Пилоты не бывают бывшими. В экстремальных условиях он повел себя как настоящий герой. За выбитой взрывной волной дверью он нашел запертого в ванной мальчика, который кричал о помощи. И стучится кто-то. В дверь кто-то стучится. Олег Вдовин проводил Артема вниз и посадил в машину соседа Александра. Все это время подросток находился в шоке и молчал. Он в ступоре был, вообще ничего не говорил. Вообще ничего. Как зовут, молчит. В телефоне мальчика нашли номер его мамы, которая тогда еще не знала, что ее муж Ильдар Гарифуллин погиб. Отец был в комнате, и собака у них была шпиц. Собачку вообще не нашли. Артем мог быть в комнате вместе с отцом и собакой. Но за несколько минут до взрыва отец буквально заставил сына принять душ и тем самым спас его от гибели. Мальчик, лишившийся в тот день отца, до сих пор только односложно отвечает на вопросы, предпочитая отмалчиваться. Когда отец погибает, практически на глазах, в виде одночасья, вот что ребенку можно сказать? Держаться, только держаться, и все. По словам Олега, его семья тоже тяжело перенесла катастрофу. Особенно трудно 11-летнему сыну Роману вспоминать, что и он мог осиротеть, когда отец принял решение вернуться в трещащий по швам подъезд. Сын кричал, куда пошел. Жена там что-то в истерике, не знаю, металась в общем. Человек, который обвиняет в смерти семьи ижевчан, сейчас за решеткой. Трудно назвать его человеком. Встречал частенько на улице. Постоянно он ходил один, постоянно. Что летом, что зимой в черной футболке, летом ходил в черных штанах, брюках именно. Не джинсах, брюках. А зимой ходил в черной куртке, весь какой-то такой. Что с него взять? Конечно, наверное, скорее всего, до упущения матери, что до 27 лет, как говорится, воспитала такого. Мать спасенного Артема Гарифуллина обратилась в МЧС для награждения героя, который спас ее единственного сына. Документы уже ушли в Москву. Теперь готовим представление и вручим вам в ближайшее время уже наши награды.